привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась делать блины, а блины буду делать с начинкой из печени. Приближается блинная неделя, вот, и наконец мы решили пожарить блины. Начинаем тогда. У меня здесь на столе вот печень уже. Печень здесь где-то 700 грамм печени взяла. Вот, и режем лук. Режем лук мелко, так как будем обжаривать на сковороде вместе с печенью. Сначала обжарим лук, вот, и очень мелко буду резать. Пока Маша занимается этим, друзья, поздороваюсь я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, и дорогие друзья. Блины. Действительно, приближается масленичная неделя. Ну, уже там чуть-чуть осталось. Вот, весна и все такое. Еще, как говорится, весенний режим включен. И до Великого Поста будем угощаться блинами. Вот. С начинкой, конечно же, сотни начинок. Но мы очень любим блины с печенью, блины с мясом, блины с творогом, блины с икрой. Но с икрой реже получается. С красной рыбой тоже очень вкусные блины получаются. У нас сегодня Маша делает с печенью. Вот. Конечно же, эта печень вся уже промытая. Куриная печень. Промытая. И лук такой, смотрите, очень-очень меленько такой. Пол луковицы взяла, потому что мы не очень любим, чтобы много лука было. Некоторые любят очень-очень, чтобы много лука было. Жарить и готовить тоже будем на этой маленькой плитке, но она шумит, друзья, и основные моменты засниму. Включили в плиту, наливаю масло растительное немножко. Вот сейчас. Как обещал, плита шумит. И обжаривать будем до золотистого цвета. Сначала лук обжарим, а потом уже после будем жарить печень. Так, это убираем мы на тарелку. С печенкой очень много рецептов. И с добавлением яиц, с добавлением риса, с добавлением там еще каких-то можно штучек. А мы будем просто лук, печень. Долго печень обжаривать не надо. Немножко обжарим, протушим, обжарим чуть-чуть. Солим, посолим. Так, перец. Все по стандарту. Солим, перчим, варим, жарим, парим. Ароматно в доме. Все уже такой печенки, уже аромат пошел. Очень вкусный. Выключила, что ли? Видите? Все румяненькое, лук жареный там ждет. Все будет чики-пуки, вкусно. Вкусные блины будут с печенью. Блины от Маши всегда вкусные, я постоянно ною. Скажи, Маша не даст соврать, я постоянно ною. Маша, блины хочу. Маша, блины хочу. Да, вот сегодня решились блины сделать. Наша печенка уже практически готова, друзья. Все, плиту выключаем. И смотрите, ничего тут такого сверхъестественного приправ нету. Но вы можете там сами по своему усмотрению добавлять. Вот. Плита у нас выключена. Печенка готова. Буквально там прошло минуту 8, наверное.
В общем, обжаривали. И это все тоже выгружаем. Осторожненько, там у нас чуть-чуть вот сока осталось. Чуть-чуть. Пускай там этот сок останется в сковородке. Ох, я уже вилочкой успел попробовать эту печень. Сейчас еще у Маши попрошу. Так, такая нежная, такая вкусная. Куриная печень, Маша, согласна со мной, наверное, будешь, самая нежная штука, да? Да. И вкусная. Очень полюбили мы тоже эту печень куриную, именно куриную. Раньше всегда, когда скотину держали, то говяжью печень очень любили мы. Сейчас нету. Пришлось полюбить куриную, но она правда вкусная. Сейчас меня Машенька кусочком угостит. Кусочком печени она. Ой, нежная и вкусная. Дальше, друзья, что с этой печенью? Можно пропустить через мясорубку. Вот с этим луком. Но мы пойдем другим путем, как говорил Владимир Ульянов. Рубим, друзья, печенку нашу вот таким образом. Очень меленько все получается. Вместо мясорубки. Вариант хороший. И мясорубку мыть не надо, так понимаешь? Да. И мясорубку мыть не надо. И вот эту печенку отправляем на ту же сковородку. Вот эти кусочки маленькие. И так далее всю нашу начиночку будем вот так делать. Кладем лук сюда. Нашу печенку добавляем ранее зажаренный лук и сливочное масло. Вот я вижу, Маша готовит. И включаю плиту. Пусть у меня это масло растает, чтоб. И печенка, чтобы у нас кружилась с маслом. Начинка будет не сухой, такой лук и сливочное масло придадут сочность начинке и определенный сливочный вкус от сливочного масла будет. Самая простая начинка, но очень вкусная. Начинка готова. Масло растаяло. Это сейчас убираем в сторонку и займемся блинами. Будем делать тесто для блинов. Да. Пора уже блины жарить начинать. Готовим тесто для блинов. Так, что у нас тесто идет, сейчас я покажу. Одно яйцо. Это рецепт маминых блинов. Моих тещиных блинов. Так, сода, щепотка. Щепотка соды. Соль. Сахар. Теща так делает, и очень мягкие, вкусные блины всегда. Добавляем водичку. Этот рецепт мы уже показывали пару раз, и сама теща как готовила, и Маша. Прошлый год мы снимали, как Маша готовила такие блины. Очень вкусно, друзья. Несмотря на то, что многие говорили, что какие-то жидненькие блины, не очень так, ну, как бы, сдобные или что, как правильно сказать. Ну, мало что молока, да, что-то. А нет, блины очень вкусные. Добавляем муку. Сделаем такое густое тесто. А потом уже будем разбавлять с молоком. Когда густое тесто делаешь, тогда комочки не образуются. Сюда добавляем масло.
И сюда потом добавляем молоко. Добавим сюда молоко. Молоком уже доводим до состояния теста такого, чтобы уже можно было жарить. Если теста мало, значит будем добавлять муку. Ну, для нас хватит для двоих. Вот такое тесто без комочков. Тесто отличное вообще, супер. Очень быстро делается. Так, это еще густое. Вот. Ложкой, когда вот размешиваешь, тогда я не понимаю. А именно вот с поварешкой знаю, что еще тесто густое. Надо еще добавить. Ну вот. Так, тесто для блинов все сделали, готово. А теперь снова будем жарить. Включаем нашу шумилку, плитку и будем жарить тоже. Ну, тут пару блинов покажу, как ее получается. Поехали! Для честности покажу. Вот уже один блин готовый. Смотрите, какой он. Красивенький такой, мягенький. Здесь сливочное масло у нас. Сразу на горячее смазываем сливочным маслом каждый блинчик. Оп! Смотрите, какие румяные, тоненькие блины. Шикарно. Жду не дождусь, Маша, когда будем заворачивать начинку уже. Оп! Очень мягкие блины. Сейчас потом покажем, какие они мягкие. И не говорите, друзья, что какие-то жиденькие блины или еще что-то. Блины суперские. Но у нас дело, друзья, идет. Блины пекутся. Жарятся, пекутся, как правильно сказать. Вот. А мне вот в эти такие моменты, вот когда в доме пахнет горячими блинами, вкусной такой выпечкой, хозяйка на кухне там вот готовит эти все вкусняшки, всегда вспоминается предпечье, свое родное предпечье родительского дома. Когда раньше же как блины пекли? В основном пекли на углях. Как только вот самый большой жар пройдет, останутся угли, они вытаскиваются по море, чуть-чуть вытаскиваем. Дальше жарим на них чугунной сковородкой блины. И вот мама печет, сидит, стоит в предпечье и делает эти блины. Вкусные блины, ароматные. Вот навсегда это на улице. Всегда это было, конечно же, выходные, потому что выходные, раньше же выходные один день только, воскресенье было, и тогда не работали, да? И получается, что в эти дни всегда что-то или шанги мама печет, или печет блины. Очень вкусно это все происходит. И, конечно же, воспоминания тоже вкусные от этих дней. Ну и Маша, наверное, тоже такие воспоминания помнит. У мамы Маша до сих пор печет предпечье, но только уже там плита стоит. Современные печки, хоть даже и русские печки, они оборудованы плитой предпечья. Вот. Сливочное масло и дальше жарим блины. Эти воспоминания, друзья, многие меня, наверное, поддержат в этом, что самое лучшее, что есть, запоминается в юношеском возрасте, в детском возрасте. И то, что готовили наши мамы, наши бабушки,
Это, ну вот, никто и ничто не заменит такую готовку, такую выпечку, такие шанги, такие пирожки, такие колобки, такой хлебушек и такие же и блины. Наши дети тоже помнят, как мама, вот Маша, готовила выпечку шангами и все такое. Думаю, и Настенька помнит, и Катюша тоже помнит. Вот. Деревенские домашние выпечка. Здесь блины, конечно, ну и шанги тоже отлично у Маши получаются. Когда как. Да ты вот как моя мама. Мама моя напечет шанги. Шанги такие пышные или пироги там. Все получилось, все отлично. И мама такая недовольна. Вот прошлый раз это самое. Все было хорошо. В этот раз что-то не очень получилось. А на следующий раз точно так же скажет. И Маша тоже, как всегда. Как всегда у тебя все вкусно, Машенька. Отлично прям. Замечательно. У нас, друзья, крайний блин, но мы израсходовали половину приготовленного теста. Потому что сегодня у нас в храме служба с 3 часов, и Маша собирается идти на службу. А нам нужно еще и начинку завернуть, и все такое. И половину другого теста поставили в холодильник, остатка теста, и попозже. Можно завтра испечь. Вот. Ничего там не случится с этим тестом, все будет хорошо. Ну вот, практически. А сейчас будем уже и заворачивать после этого наши блинчики, начинку. А начинка у нас, напоминаю, из печенки. Куриная печень. Так, друзья, время пришло для нашей начинки. Мы вот как бы наоборот будем закручивать. Вот которая обжаренная сторона больше, она будет внутри. Некоторые по-другому. Вот без начинки по-другому складываем блинчики. Так, начинка такая супер аппетитная. Я прям вот не могу так, прям очень хочется этой начинки покушать. Ну, обычная трубочка такая. Трубочку заворачиваем плотненько так. И довольно-таки блины очень мягкие, напоминаю. Вот. Ну, вот такая трубочка. И таким макаром заворачиваем остальные. Ну, можно по-другому, там треугольничным можно завернуть. Деление хитрое. С концов еще внутрь, чтобы это самое завернуто. И можно еще края смазать со сметаной. Края, вот видите, вот края, да? Со сметаной можно смазать, и они нормально так прилипнут, или как правильно сказать. Мы эти, друзья, блинчики обжаривать не будем. Я не люблю, когда с творогом, если блины, то надо в сливочном масле обязательно обжаривать. А с другими, с мясом и с печенкой, я вот лично, мне не нравится, когда потом, после уже жарки еще раз обжаривать. Блин, такие мягкие. Мягкие. Сейчас следующий блин, Маша, покажи, какой блин он мягкий. В руках прям возьми и помни, ну покажи, какой он мягкий. Прям очень, очень, смотрите, очень, вообще. Нежный, мягкий. Ну, начинка у нас, конечно же, наверное, останется. Тоже, потому что тесто еще тоже осталось. И эта начинка, друзья, на пирожки пойдет, на что там хотите еще делать. В лаваш можно завернуть и все, что вам, как говорится, фантазия позволит. Такие красавцы. Вообще замечательно.
Вот так. Стопка блинов таких, друзья. Красивые, ажурные, мягкие и с прекрасной начинкой. Вот прекрасная Мария Олеговна. Вот так. А сейчас будем приступать потом к чаепитию нашему. Проба, друзья. Как всегда, Мария Олеговна пробует наши блины. Сейчас в разрезе покажем. Машенька, покажи начинку там, как она выглядит. Вот так выглядит начинка внутри. Сметана, приготовленная заранее. Так, будем пробовать со сметаной. Как, Маша? Сразу сметанку. Конечно, со сметаной все вкусно, да? Но эти блины не могут быть невкусные, друзья. Это просто прекрасные. Прекрасные блины от прекрасной Машеньки. Кто любит печень, да, очень вкусно. У меня, друзья, тоже налит чай. И тоже есть блины Маша положила. И сейчас тоже я буду пробовать. Ну, на камеру не буду пробовать. Я просто, вот Маша мне даст с руки укусить, так сказать, блин. И я скажу тоже свою оценку. Ну, я знаю, что это вкусно, но все равно, чтобы не быть голословным. Так. Очень вкусно. И половину блина сразу во рту. Представляю, как Маша со сметаной тебе еще вкуснее. Это полный идет. Друзья, полный рот. Вкусно, да. Блины такие нежные. Потом сама печенка тоже, начинка получилась очень нежной. Супер. Прям супер. Супер-пупер блины. Замечательно, Машенька. Вкусно. Очень. Очень. Сытные получились очень. Ну, естественно, печень-то, конечно, как и мясо, у нас сытное блюдо. Тут все сытное. Блины, масло, яйца. Яйца в тесте тоже присутствуют. О, отлично. Да, блинов с печенью. Да. Ну и потом еще у нас начинка еще немножко, наверное, осталась. И тесто тоже осталось. И потом уже после того, как вечером придет из храма, Маша тоже это закончит. Это ужин, хороший Да, ужин. да это вообще. Это поел, этих блинов с чаем выпил, вот тебе и тарелка супу, как будто ты съел. Вот так. Так что все, постарались, сделали. Ну и показали, как мы делаем. Не учим, конечно, но показали, как Маша делает наши блины. Рецепты теста, друзья, подробный рецепт теста. Вот здесь Маша не взяла в граммах еще такое, а подробный рецепт текста будет в описании под видео, там будет ссылка. Или вот наверху сейчас вы видите, можно нажать, и на прошлогоднее видео там уже рецепт со всеми граммами и всем, что там расписано. Вот так. Ну а теперь, Машенька, наверное, закончим это видео такое с блинами. Впереди у нас, друзья, весна. Через пару дней уже наступит весна. Да не через пару дней, а через один день, наверное, уже, когда это видео выйдет накануне первого дня весны. Вот. Так что, друзья, поздравляю вас. То, что зима прошла, перезимовали, и слава Богу, как говорится. Вот так. Машеньке, от меня миллион поцелуйчиков, от вас, друзья, миллион нравышек. Не скупитесь на нравышки, Машеньке будет очень приятно. Вот так. Всем добра
любви, позитива и мирного неба. Добрых вам рассветов, друзья. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Ух, как я сейчас буду потом пить с этими блинами мой чай. Видите, кружка Сергей дожидается меня. Все. Мгм.